Казахстане 1 декабря отпраздновали День первого президента. С 2012 года этот день объявлен выходным. Первый, пока что единственный глава страны Ельбасы, лидер нации, принимал в этот день поздравления и подарки от молодежи в столице Казахстана Астане, которая скоро может быть переименована в честь Нурсултана Назарбаева. По крайней мере, такую инициативу выдвинули депутаты парламента. Звезды казахстанского шоу-бизнеса посвятили Назарбаеву песню о нем, которая так и называется «Ельбасы». В ней популярные среди молодежи исполнители воспевали достоинства и исторические заслуги президента. Вот текст этой песни. Вы преодолели трудности, вам верит народ, вы человек, который опережает века. Вы вождь, возглавивший нацию. Будь здоровым и невредимым, рожденный для народа. Нурсултан, поют поп-звезды. Сам Назарбаев песней остался доволен и дал напутствие молодым казахстанцам. Когда мне говорят, мол, молодежь нынче пошла не та, я отвечаю, так ведь бабушки тоже уже не то, не те. Носки не вяжут, пирожки не жарят. Зато в интернете шарят тоже как-нибудь. Это, конечно, шутка, но у нас на самом деле так. Молодежь та, которая нужна для современного мира, современной жизни. Вот запомнил я слова великого императора Аврелия Римского. Он говорил: не живи так, словно тебе предстоит еще 10 тысяч лет жизни. Жизнь коротка. Пока живешь, пока есть возможность, старайся стать хорошим. Нурсултан Назарбаев также призвал молодежь осваивать рабочие специальности и подчеркнул, что для того, чтобы быть счастливым, совсем не обязательно быть президентом. Не надо, вот родители говорят, ты обязательно должен выучиться быть таким, и говорят, будешь президентом. Я не возражаю, пусть будет президентом. Но вот это всаживается в голову ребенка, когда это не случается, у него ломка происходит. Не обязательно быть президентом, чтобы счастливым, а может быть как раз и наоборот. Я шутку скажу, в одно время мой стоит дух покойному Борису Николаевичу, сказали: Борис Николаевич, вот этот внук ваш хочет быть президентом. Он говорит: а зачем в России 2 президента? Чествование Нурсултана Абишевича Назарбаева прошло по всей стране. В городе Талдыкурган накануне празднования Дня президента открыли памятник первому президенту. Глава Алматинской области назвал этот день историческим, а Казахстан – символом благополучия и процветания, которых страна добилась благодаря лидеру нации, сообщает Тенгри Ньюс КЗ. 4-метровый памятник Назарбаева выполнен из бронзы и находится на гранитном постаменте высотой 4,5 метра. Как сообщает сайт Нур.кз, это уже второй памятник Назарбаеву в Казахстане. Первый установлен в парке первого президента в Алма-Ате. Также барельеф главы государства изображен на монументе Менгелик-Ель в Астане. А в южной казахстанской столице Алма-Ате установили памятную доску на фасаде Дворца Республики, где 10 декабря 1991 года состоялась первая инаугурация президента. Напомним, что на первых президентских выборах Назарбаев набрал почти 99% голосов. С тех пор инаугураций было 5. Как отпраздновали День президента в Алма-Ате, в репортаже Дмитрия Белякова. Памятная доска на фасаде Дворца Республики гласит, что именно здесь 25 лет назад была проведена первая инаугурация президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Открытие мемориала посетили сотни алматинцев, в основном преподаватели и студенты, которых привезли ко Дворцу Республики на снятых с маршрута автобусах. Аким Алма-Аты Бауыржан Байбек произнес краткую речь об исторической ответственности и судьбоносных решениях Ельбасы, не забыв подчеркнуть и значимость веренного ему города. Конечно же, как алматинцы, мы особенно гордимся тем, что Алматы – это золотая колыбель нашей независимости. Здесь принимались судьбоносные решения. Был подписан конституционный закон о государственной независимости. Принята наша Конституция. Утверждены государственные символы. Введена национальная валюта. Градоначальник также объявил о переименовании 7 улиц, в основном в недавно присоединенных к Алма-Ате районах.
Отныне они будут носить имена культурных деятелей, ученых-академиков, ветеранов ВОВ и участника декабрьских событий 1986 года. Мы должны быть патриотом своей страны, поэтому, думаю, лучше назвать в честь великих ученых, например, это к лучшему. По старому названию находишь, а по-новому путаешься. Лично мне ничего не помогает. Не знаю. Личная трата денег, я так думаю. Ну и под занавес Бауыржан Байбек подчеркнул, что благодаря поручению главы государства к 25-летию независимости будут премированы 114 тысяч алматинских бюджетников, а представителям социально уязвимых слоев населения выплатят единоразовое пособие. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгар. Настоящее время.